Здравствуйте, в прямом эфире ток-шоу «Точка опоры». В стране продолжается всероссийская перепись населения. И вот большой блок вопросов в анкете, конечно, о семье, ее составе и бытовых условиях. Это не случайно, ведь для большинства из нас семья – это самое главное в жизни. И от того, как чувствует себя эта ячейка общества, зависит во многом благополучие государства. Как сохранить национальные традиции в современной семье? Именно об этом мы сегодня поговорим. В студии Светлана Кадырова и Зуфар Давлетшин. Добрый вечер. Ну а разобраться в теме нам сегодня помогут наши эксперты. Я с удовольствием их представляю. Неля Касимовна Зиганшина, председатель Общероссийской общественной организации «Союз мусульманок России», директор Международного центра создания семьи. Хайрлы Кич. Здравствуйте. Рада видеть Гульнару Фатовну Габдрахманову в очередной раз, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Маржани, Академии наук Татарстана, доктор социологических наук. Добрый вечер. Здравствуйте. Марат Галямов, руководитель Национально-культурного центра города Златоуст, Челябинская область, директор управляющей компании. Житель Казани. И сам теперь уже Ренат Хабибуллин, кинорежиссер, писатель, автор и ведущий передачи «Татары сквозь время». Рада вас видеть с нами на интернет-связи сегодня. Рустам Файзрахманович Маннанов, врач, предприниматель, многодетный отец из Оренбурга. Рады вас видеть, Добрый вечер. И напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 5545-610, код Казани 843. Звоните, выражайте свое мнение, задавайте вопросы нашим экспертам. И кроме того, если есть какие-то проблемы с переписью, тоже звоните нам, сообщайте об этом. Нас также можно смотреть в социальной сети ВКонтакте, в группе ТНВ и на Ютубе. Итак, ждем ваших звонков. Еще раз напоминаем, телефон 554-56-10. Возможно, существуют какие-то нарушения, или у вас есть предложение о проведении переписи. Но сейчас мы возвращаемся к нашей главной теме. Не случайно, наверное, слова «родина» и «родной» являются однокоренными. Нельзя себя представить, наверное, без отчизны, так же, как и без папы и мамы. Испокон века именно в семье человек осознает свое «я», формируется как личность, как представитель народа. Но вот в связи с глобализацией, ассимиляцией, наверное, сохранять все это все гораздо сложнее. Вот как сегодня семья справится с этими вызовами? Ну и прежде давайте вот такой, раз уж тему программы мы так назвали, что такое национальные традиции в семье вообще сегодня? Что такое татарские национальные традиции в семье? В чем они в чем их уникальность? Ну, можно, например, сказать, что прежде чем говорить о каких-то традициях в семье, нужно говорить о традициях в целом. И что сформировали эти традиции? Если мы говорим о татарских традициях, то в 80 или 90% случаев это, конечно же, такое существенное и прямое влияние ислама. И практически в каждом компоненте человеческой жизни мы эти соотношения находим, да, то есть на что именно и когда это происходило. В то же время, как ни странно, например, такая традиция многоженства, которая присутствует, например, в арабских странах, она не имеет такого большого распространения у татар. Поэтому, скажем, какие-то вещи, они могут и отличаться. Но самое главное, это нужно хорошо, понимать... я вам скажу. Вы так Хотя многие говорят, что да. наверное, 90% женщин скажут, можно. что это очень хорошо. Вот. Но в целом надо понимать именно вот этот момент, что здесь любая традиция, практически татарская любая традиция, она практически проистекает из исламских традиций. Вот, Гульнар Фатовна, вы как социолог с этим согласны, что определенный маркер идентичности татарской семьи сегодня ислам, базируется, да? и фундаментально как раз ислам? Я думаю, что не только ислам. Когда вот мы проводим интервью, групповые интервью в татарских семьях, мы видим, что татарская семья – это прежде всего особое восприятие самого института семьи. Семья – это не только мама, папа и дети, но это еще и большая семья, которая включает многочисленных родственников, бабушки, дедушки, многочисленные родственники, близкие и дальние родственники. Все это у татар называется вот такой большой, огромной семьей. И между членами этой семьи поддерживаются очень плотные, тесные связи. Мы вот в наших интервью наблюдаем, прослеживаем, как наши респонденты рассказывают о том, что, например, решение о том, где будет учиться ребенок, принимается на совете вот такой большой семьи, татарской семьи. Обязательно все члены семьи участвуют в решении каких-то повседневных вопросов. Где будет покупаться квартира, как будет платиться ипотека, где будет работать тот или иной член семьи. То есть семья, она вот регулирует многие стороны жизни татарской семьи. То есть это воспринимается как вмешательство родителей в жизнь ребенка, а это нормальное явление обсуждения на совете семьи. Да, и на самом деле это воспринимается детьми как естественная часть жизни. Даже люди не рефлексируют по поводу этого, они даже этого не замечают. Но ведь интересно, что у татар до сих пор сохраняется традиция уважительного отношения к старшим братьям и сестрам. Апа, абы, в общем-то, это вот такие традиции, которые вот, ну, естественная часть жизни татарской семьи.
И это нормальное такое нормальное такое вот направление как бы жизни семьи, сохранение ее традиций. Традиция в деревне, я помню, что если даже там, я не знаю, на один день старше, то уже обый. Да, это до если сих даже пор одногодки, сохраняется. да. Я не Ренат, то чтобы не чем- согласен, я просто хотел именно... Тему многоженства развить. Нет, хотел прояснить, а в чем же особенность татарской семьи? Вот то, что вы назвали, оно по большому счету может находиться и в чеченских семьях, и в любой кавказской семье, и даже в русских семьях, по большому счету, там, влияние свекрови, там, тестя на семью, оно по большому счету Ну, вы знаете, вот на самом имеет деле, огромное значение. Я с вами не соглашусь. Нет, действительно, институт семьи, он важен для любого народа, для представителей любой нации. Но вот мы когда проводили эти групповые интервью, о которых я говорила, мы еще и проводили эти интервью в русских семьях, и мы там очень четко наблюдали, что наши респонденты говорили о том, что, например, в русских семьях детям предоставляется гораздо больше свободы. То есть зачастую, выбирая место учебы или место работы, они могут даже не посоветоваться с родителями, с родственниками тем более. В Более татарских семьях это демократичные обязательно, Либо не это демократично, норма. здесь больше уважения к старшим в этой ситуации, да? Ну, я не То знаю, есть насколько это демократично. уважение, но это как Или бы естественная боязнь. часть. Нет, скорее всего, это норма, просто обычная норма в татарской семье. Посоветоваться с родителями, посоветоваться с родственниками, где я буду учиться. В русских семьях мы этого не наблюдали. Там больше предоставляется свободы выбора. И, в общем-то, тоже... Конечно, хотя институт семьи очень важен для русских семей, Сейчас. но опять же там вот, очень важный еще момент, что вот в этих семьях все-таки вот институт семьи, он более такой суженный. Это вот как раз вот родители и дети. Редко мы когда наблюдаем, что в семьях, русских семьях живет 3-4 поколения одновременно. У татар это сохраняется до сих пор, и эти связи очень многочисленными родственниками тоже очень распространены. Сейчас у Нелли Касимовой как раз хочется задать вопрос. Как часто в Центр создания семьи сейчас обращаются с большими запросами, например, чем 5 лет назад, с конкретными пожеланиями воспитания или создания семьи, с национальными, сохранением Что хотят национальных мужчины, традиций, что с хотят возрождением, женщины, да? развитием и так далее. Вообще это звучит сегодня в анкетах женщин и мужчин? Еще как звучит. Я сейчас скажу не из книг, а из практики. То, что каждый день сталкиваемся и изучаем вопрос. Дело в том, что не только татары местные, но и из-за рубежа. Вот из Америки, из европейских стран, из азиатских стран тоже обращаются. Вы знаете, когда у них спрашиваю, как вы вспомнили, что обязательно нужно нашу татарку, так как они уже мыслят, живут по-другому, они говорят, мне в детстве сказали. То есть такое... Родительское какое-то вот воспитание опять сказывается. Конечно же, в первую очередь, когда обращаются, ставят на первое место это религиозность. Это чтобы мы были в одной религии. Так как не только мы будем молоды, состаримся, и чтобы мы вместе, то есть и в вечной жизни были. Да. Конечно же, на втором месте это язык. Так как даже если они еле-еле общаются на родном, пожелание у парней, у мужчин, конечно же, чтобы девушка лучше владела языком, так как она будет воспитывать детей, она будет им давать самые нужные ценности. И требования мужчин, чтобы девушка владела больше, значит, и языком, и изучала национальную кухню. Дома, конечно, они предпочитают обязательно те блюда, которыми кормила мама. То есть опять идет вот преемственность традиций, да. Вот. И, естественно, бывают праздничные дни, бывают какие-то личные праздники, хотят, чтобы и национальный костюм Алиш готовить не присутствовал. умеет, все, не женатым не больше. Да? Если бы Алиш готовить не умеет, не женатым не говорю. Вы знаете, но мы сейчас рассказываем о предпочтениях. Вы сейчас, вот, да. кстати, вы сейчас так сказали о требованиях мужчин. Вот насколько вот часто женщины что женщина запрашивает вот такого мужчину со знанием татарского, умением воспитывать детей. Запрашивают ли вообще, может быть, это опять же традиция, что женщина она как бы Вот ждет? сейчас вам скажу, у женщин это запрос меньше по количеству, Все-таки потому что мужчина больше да. ищет того, кто будет Да. сохранять семью, создавать тот самый очаг. Да. Марат, так? Ты же не просто так выбирал супругу, которая татар-казы, да, имеет Вы знаете, статус я самой даже, красивой девушки. даже, наверное, не выбирал. Это же должны возникнуть чувства, в первую очередь. Ну, конечно, повезло, что мы оба из татарской деревни, поэтому не стояло вопроса, умеет она, не умеет. А в подсознании было все-таки какое-то вот желание? На каком-то естественно. внутренний генетический код какой-то сработал, вот она, Балиш, готовить умеет. Ну, вы знаете, даже когда мы еще встречались, естественно, возникали ситуации, где я видел, что она не только умелая хозяйка, но еще и готовит очень хорошо.
И более того, она потом, уже спустя годы, как мы поженились, подтвердила все свои умения на международном конкурсе «Татар-Кызы». То есть она еще сейчас имеет вполне официальный свой титул. Подтвержденный Вот статус. сейчас, да, сейчас, смотрите, вот вы уже женаты много лет, у вас трое, да, которые У нас спрашивают, трое детей, трое да. детей у вас. Что самое главное вот в ней, как в татарской жене, хранительнице семейного очага? Вот какие национальные традиции, вот особенности вы бы подчеркнули? Ну, кухня мы поняли. Кухня, да, это как бы прикладное все. Красота. А вообще то, что в ней как ядро, это, наверное, сдержанность, умение поддерживать меня в самых авантюрных начинаниях, то есть оценивать все риски, но все равно быть за, все равно поддерживать. И всё-таки. это вот заложенная, наверное, с детства еще любовь к детям. То есть не только с нашими детьми она хорошо управляется, но в целом, когда она еще была маленькой девчушкой, она всех племянников, племянниц вырастила она. То есть, наверное, вот тоже такая одна из традиций, да, то есть априори мужчина прав, да? Каких бы там, вот вы сказали, авантюру он не влез, Да. но получится он прав. Тут, наверное, не столько прав, а сколько подчеркнуто уважительное отношение. То есть это не только публичное, это говорю то, что есть сейчас вот, в быту. Ну и в целом, я думаю, умение ладить с семьей мужа, это вот Выстраивать диалог, да, коммуникацию, выстраивать на уважение коммуникацию к татарской с родственниками мужа, это, наверное, вот весьма желательное качество. Хорошо, мы скоро дадим слово Рустаму Файзрахмановичу. Нам говорят, что у нас звонок в студию. Добрый вечер, Хайр Ликеевич, слушаем вас. Алло. Хайр Да, Ликеевич, слушаем, говорите. Алло. мы вас слышим. Задавайте свой вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Город Уфа. Очень приятно, наши Рады соседи. слышать, да. Вы слышите меня хорошо? Да, мы хорошо слышим. Задавайте вопрос. Я бы вот о чем беспокоить. Я сам татарин. 100%. Слышите, да? Да. Да. Вот как при будущем перепись населения не потеряется ли наш народ опять на 200 тысяч, как Роберт Миннулин написал? Такого не случится, я вот об этом беспокоюсь. Мгм. Хорошо, спасибо. Вопрос из Башкортостана. Вот не потеряется ли 200 тысяч татар в результатах этой переписи? Я не знаю, думаю, насколько во многом сегодня, зависит наверное, в именно теме или от не, татар. в теме ли сегодня говорить. Гульнар Фатовна, наверное, только вы в этой ситуации как-то что-то можете... Ну, я думаю, что тут, собственно говоря, каждый должен просто нести определенную ответственность и каким-то образом проявить свое мнение о своей национальной принадлежности, а проявить его прежде всего можно через онлайн-участие, то есть заполнить через госуслуги, пройти вот эту процедуру переписи и указать свою национальную принадлежность. То есть, Сейчас есть такая возможность, есть причем такая ее продлили, возможность, до и надо ей 14 ноября, то есть воспользоваться. до самого конца уже перепись. Да. Ну, опять нужно иметь смелость, волю, силу и характер. Ведь ты чувствуешь себя татарин, ты должен так и записаться. Об этом говорят и наши знаменитые уже исторические личности в том числе. Рустам Файзрахманович, вы как... В чем для вас вот особенности татарской семьи? Что для вас главное в традициях, скажем так, и какие они существуют, которые вот отличаются, уникальные и особенные? Ну, в общем, мы проживаем в регионе, как вы уже поняли, мы немножко далековато от Республики Татарстан, Республики Башкортостан. И здесь я однозначно хочу поддержать и Рената, и Марата. Мне вот очень понравилось их выражение в том основное, что вся татарская культура, самобытность семьи, институт семьи, он очень тесно переплетен именно с исламом, с нашим традиционным исламом, потому что одно от другого практически неразличимы. И татарская семья именно взяла в себе все позитивное, вот как вот Марат вот перечислял, все и сдержанность, уважение к детям, все прочее, практически все самое позитивное, что можно было взять из ислама.
Именно на своем примере хочу сказать о том, что вот у меня у самого смешанная семья получается. Я отец 3 детей, и более 18 лет назад, когда мы со своей будущей супругой, любимой супругой, только разговаривали о том, что будем строить семью, и давай какие-то постулаты уже сразу выстроим. И мы решили о том, что это будет семья, основанная на татарских ценностях, исповедующая ислам. Мы изначально заранее договорились, и поэтому идем. Да, действительно, у меня теща, моя любимая теща, получается христианка. Мы уважаем все традиции. Да, я нормально, спокойно отношусь к тому, что мои дети, возможно, что-то выпекают и в Пасху, и угощаются, и поздравляются. Это нормально. Мы одна великая Россия, в большом консульстве живем. Но в семье стараемся сохранить нашу культуру, самобытность и, самое главное, язык. Может быть, в какой-то степени в моей семье, да, не на 100% дети владеют родным языком, но они понимают, что родной язык у них татарский, а родная религия, по которой живут они, это ислам, и берут оттуда все позитивное. Они как дважды два понимают, для чего им нужен родной язык. Для того, чтобы, все прекрасно понятно, для чего нужен родной язык. И для того, чтобы, возможно, стать президентом Татарстана лет через 10-20. Возможно, для того, чтобы изучать легко тюркоязычные языки и все прочее. Рустам Абдрахманович, да, один вопрос. А вот за 18 лет супруга-то заговорила на татарском? Конечно, безусловно. Нас даже неоднократно показывали на ТНВ Планете, да, говорит и понимает прекрасно, и каждый ребенок. Прекрасное, по-моему, сообщение. Продолжим дальше. Мы вернемся к этому разговору после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Почему все-таки мужчины? Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. И мы сегодня говорим о том, как сохранить национальные традиции в современной семье. Вот если порассуждать, да, все-таки понаблюдать, все-таки в городской среде семьи, даже чисто татарские, да, то есть не смешанные, все-таки мы все чаще и чаще внутри семьи говорим на русском языке. И с детьми, и между собой. Мы часто такое наблюдаем. Вот от чего это происходит? От того, что, я не знаю, там, мы забываем этот язык, стесняемся на нем говорить, может быть, просто не востребовано, и среда такая, то есть мы целый день разговариваем на русском языке, но вот именно в больших городах, я имею в виду. Где-то в деревнях, понятно, это все сохраняется, в маленьких городах татарских. Вот от чего это зависит? Почему так происходит? И что с этим можно сделать? В данном случае очень тяжело определить, на самом деле, кто на каком языке дома разговаривает, потому что вообще сама по себе семья, она такая структура закрытая, да, то есть я не могу знать, что творится в вашей семье или там, в семье Найли Ханум, да, на каком языке кто говорит внутри. То есть вообще семья сама по себе предполагает некую закрытость. Вы на каком языке говорите? Мы на русском говорим.
преимущественно на русском, потому что вот в отличие от нашего уважаемого гостя из Оренбурга, да, моя супруга пока вот не так хорошо осилила. Но вы же не татарский. 18 лет женаты еще, как Рустам Абдрахманович? Мы 15, да. 15. Еще Еще через есть 3 3 года года. У заговорим. нас еще есть 3 честно года, да. поговорим. Я хотел проговорить одну вещь, которая, мне кажется, обособляет татарскую семью и делает вот татарский брак довольно крепким. Есть какое-то подсознательное ощущение у татар, что семья — это не просто союз М и Ж, да, то есть не просто галочка. То есть когда создается татарская семья, вот в татарских тех самых традициях присутствует такая некая подспудная, но в то же время очень яркая черта, которая говорит о том, что союз мужчины и женщины, который называется семьей, это не есть всего лишь ячейка общества, там, да, как нам учили в советское время, да, это не галочка в паспорте, это не просто там на время, то есть это относится к чему-то такому, что как бы сильнее, чем просто вот эта мирская жизнь. То есть этот союз, он как будто бы как бы надбытийный такой, да, так можно сказать. И не зря даже вот все никахи татарские, они, конечно же, читаются в мечети или там в присутствии муллы. Потому что изначально ставится вопрос, что ваш союз, он имеет как бы некое божественное начало, которое мы как бы знаем и из Библии, и из Корана. Первый союз — это Адам и Хава, да? То есть этот союз не просто союз двух обезьян, которые превратились в людей. Это нечто вот такого божественного порядка. И именно поэтому, то есть у татар существует это подспудное, у кого-то яркое, да, вне зависимости от того, верующий человек или нет, у них существует это понимание, что здесь не просто так расписались и разбежались, там, когда захотели. говорил, да, что все-таки татарская семья, она не просто, вот, действительно, как вы сказали, М и Ж, да, а еще бабушки, мамы, папы, да. Нет, вы говорите сейчас о роде, а я говорю именно о том вот союзе двух людей. О которых сейчас Рустам Абдрахманович говорил. Скорее о постулатах мы здесь. Насколько вот действительно, и почему в татарской легче, в татарской городской среде сложнее, а в татарской деревенской среде легче сохранить? Ну, потому что все-таки сельская среда предполагает более тесные контакты с людьми, которые владеют тем или иным языком. Городская среда, естественно, она основывается на каком-то общем языке, и в нашей стране таким языком является русский язык. И я должна сказать, что вот переход вот на русский язык общения, в том числе в семьях, характерен ведь не только для татар. Вот я буквально на днях вернулась из Якутии, где как раз мои коллеги рассказывали, что даже в моноэтничных якутских улусах сегодня дети говорят на русском языке, хотя свободно владеют якутским языком. Это общая проблема, глобальная проблема. Но другое дело, что вот я соглашусь с коллегой, что все-таки семья это является достаточно закрытым институтом, и мы, к сожалению, социологи, не имеем четких каких-то данных, конкретных цифр о том, каким образом владеют и как используют татарский язык в татарских семьях. Но исходя из моих наблюдений, я могу сказать, что да, к сожалению, преобладает русский язык, но зачастую мы наблюдаем, как дети стараются все-таки обращаться к своим родителям не по-русски, а с использованием каких-то уважительных слов. Да. Дети будут нас вот учить. хотя бы, или хотя бы Это тоже прийти хорошо, с да. улицы и хотя бы поприветствовать на татарском языке, попрощаться на татарском языке. То есть происходит какое-то такое незаметное вклеивание вот таких татарских слов. То есть есть какое-то стремление, есть какой-то позыв внутренний у детей использовать татарский язык. Марат, чтобы сохранить татарскость, вырос в татарской деревне, женился на татарказе и со статусом татарказа. В конечном итоге переехал из уже из Челябинской Челябинска области в Казань, сюда к нам, сюда переехал. Нашли то, что искали? То есть ребенок сейчас учится в Актаныше, да, в школе, да? Я правильно Нет, понимаю? мы учимся здесь, здесь но сейчас уже? да, мы Вот ходим для чего? Чтобы сохранить семью, татарскость и так именно, далее? чтобы детям, во-первых, дать возможность расти в татарской среде, насколько это возможно, а во-вторых, мы не рассматриваем, что это Казань как бы наш конечный пункт. В будущем, конечно, дети сами выберут себе место для проживания. Казань прекрасный, комфортный, красивый город. Но я, знаете, с чем столкнулся? Что татары, которые живут в Казани, особенно те, кто уже не в первом поколении казанцы, очень неохотно дают детей в татарские группы в детском саду. Вот, буквально в этом году То есть коснулись. вы за этим сюда приехали, потому что у вас там не Да, было возможности? Я вот не понимаю вот этой позиции вот этих молодых родителей, что вот не ощутили ценности, что они живут и могут пользоваться всеми прелестями Казани. Давайте обратимся к Оренбургской области, да?
Вот если вот у вас в Челябинске такая ситуация, как в Оренбургской области. Насколько языковая среда доступна? Насколько ваши дети могут посещать татарские группы, классы, татарские школы? В Оренбурге очень интересная в этом плане ситуация. В самом Оренбурге проживает более 75 тысяч человек, именно татар. В области 153 тысячи татар проживает. Доступность, она довольно доступная. Было бы желание только в самой семье. Если в семье есть желание, у нас есть чудесный, великолепный татарский театр, в котором синхронным переводом многие люди начинают понимать именно смыслы наших и современников, и литераторов, наши произведения начинают понимать. У нас есть очень крутая новая первая модельная библиотека имени Ямашева, которую можно посетить, где проводятся отдельные ликбезы по татарскому образование, языку, Рустам Файзрахманович. игры у нас именно на татарском языке. И в том числе, конечно, и литература, все игровая тематика, все современное. Образование. Рустам Файзрахманович, остановлю вас. Образование какое? Где получают дети? Есть возможность обучаться в татарских школах? У нас есть чудесная 38-я школа с этнокультурным компонентом. Она очень современная, оснащенная, выиграла немало грантов и имеет хорошее компьютерное, в том числе, оснащение. Туда при своем желании люди возят своих детей со всего города практически. И там сохраняется именно наш родной язык и литературный родной язык. Хорошо, спасибо. Вот смотри, то есть весь школа. город, да, возят в одну школу. Рустам Файзрахманович, извините, почти конец программы. То есть в одну школу, потому что вот отсутствие, недостаток, дефицит, вот так же, как и у вас, да, здесь в свободном доступе, и мы не можем этим пользоваться. Сейчас в завершении, буквально коротко, давайте подведем итоги. Так, татарская семья, основные постулаты. Это родители, это многочисленные родственники, это особое воспитание, это особые традиции. В первую очередь, конечно, вера. Во втором случае далее идет родители, вне всякого сомнения. Ну и традиции уже в том смысле, в каком мы его понимаем, да, татарские традиции уже дальше. То есть родители, культ родителей, конечно, все равно присутствует и, наверное, после вот самого главного является доминирующим. Марат? Наверное, в целом можно добавить к уже высказанным тезисам, что именно стремление создать большую семью – это тоже татарская традиция. Мария Касимовна? Ну, я скажу, что это основное, это исламский компонент, то есть жить по канонам ислама и воспитывать детей в этом духе. Конечно, даже общение на родном татарском языке, воспитание детей в татарской культуре и сохранение и преемственность традиций. Все это вот в одном целом, в одной семье должно быть. Ислам, родители, язык. Да, хорошо, это основные спасибо. постулаты. Сейчас говорят о том, что поступил звонок, мы просто не можем его выдать, но напомним, что у каждого есть возможность проконтролировать данные, внесенные переписчиком. Можно это сделать самостоятельно через сайт госуслуги или через МФЦ и внести исправление до 8 ноября этого года. Также можно позвонить в Всемирный конгресс татар, там работают юристы, работает горячая линия 221 78 78, этот телефон, код Казани 843. И прощаемся с нашими экспертами, благодарим, доброй семьи, любви и всем хорошего, крепкого здоровья. Спасибо Завтра большое. увидимся в 16:30. Будьте с нами. Всего доброго, Рустам Файзрахманович тоже. Ничего не Слава успели? вас. Татары из Башкортостана.